Команду Fortis MMA тренируется у Саифа Сауда. Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Изначально Джофф играл в американский футбол, но, обучаясь в университете, решил переключиться на ММА. В итоге в 2010 году он начал соревноваться на любительском уровне. 6 боев выиграл, 1 проиграл и перешел в профи. Картина до UFC более-менее стандартная. Успешные выступления в Legacy Fighting Alliance и Legacy Fighting Championship. Затем яркая победа над Dana White Contender Series, над Чесом Валдоном. И контракт с UFC при общем рекорде 8 побед и 2 поражения. Здесь тоже все начиналось максимально радужно. 5 боев, 5 побед, из них 4 досрочно, 1 бонус. И также бонусом выход на топов дивизиона. Правда, Стивен Томпсон и Нил Мэгни сумели переиграть Джоффа и выиграть решение. Те неудачи Нил закрыл 2 победами. Решением над грозным Сантьяго Понзинибио и прямым нокаутом над Висенте Люке. Всего 15 побед и 4 поражения, 9 побед нокаутами, 2 победы приемами. Кстати, практически всю карьеру бойца Нил продолжал параллельно работать официантом в Техасе. Итак, Шавкат Рахмонов против Джоффа Нила. 7-й номер рейтинга против 8-го. Вполне логичный поединок, в котором Шавкат очень серьезный фаворит. Нужно оправдать этот статус. Джофф Нил в первую очередь опасен в ударке. Да, стилистически у нас получается такое классическое противостояние борца и ударника. Посмотрим, как будет на деле. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record. 16 wins, no losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 171 pounds. Fighting out of Kokshetau, Kazakhstan, presenting the number 9 ranked UFC welterweight contender in the world, Shavkat Nomad Rakhmonov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record. 15 wins, 4 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 175 pounds. Fighting out of Dallas, Texas, presenting the number 7 ranked UFC welterweight contender in the world, Jeff Hands of Steel Neal. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Herb Dean, как всегда, расслабленной походкой вышел в центр октагона. И начинается противостояние в полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов против Джоффа Нила. 3 раунда по 5 минут. И бой у нас проходит в промежуточном весе до 79,3. Ввиду того, что Нил не справился с весом и 30% от своего гонорара при любом раскладе отдаст Рахмонову. Левша у нас Джофф Нил. Из левосторонней стойки подбирается поближе Шавкат. Хайкик. Первый стык. Посмотрим, дойдет ли дело до настила. Добавляет колено и разворачивает все-таки Нил Шавката. Сейчас посмотрим. Рахмонов серьезно выигрывает в росте. Это тоже может помочь в борьбе. И как раз вот в таких позициях, в клинчах. Ну и сейчас присматриваются бойцы с точки зрения того, кто физически сильнее. Не должен Шавкат в этом компоненте уступать. И выбросил еще правое колено. Справляется с дистанцией. Очень легко ее Рахмонов подбирает. По корпусу добавил. А вот как раз Нил пока что не может подобрать необходимую дистанцию и начать попадать. Никуда не торопится Рахмонов. Провел атаку тут же назад. Здесь же по корпусу перекрылся. Хорошо попал уже и Нил. Левый прямой туда, куда нужно. Прям съел этот удар Рахмонов. Да, нужно
аккуратнее работать Шавкату, особенно на ближней и средней дистанции. Сейчас несколько ударов справа и лоу-кик в ответ от Джеффа Нила. Действительно универсально работает Шавкат. В борьбу пока не лезет. В стойке перебивает. Причем и по корпусу, и по голове. Зацепом пытается бросить сейчас Шавкат. Колено было опасно, но, судя по всему, нарушения правил не было. Да, и внесем небольшую поправку. 9-я строчка в рейтинге на данный момент у Шавката. Буквально пару дней назад была 8-я. Небольшие коррективы были внесены. 7-я, соответственно, у Нила. И если Шавкат выиграет, то должен все-таки он подняться. Чуть-чуть. Хотя, когда мы говорим про рейтинги UFC, это не всегда так. Вспоминаем про pound for pound и то, что Исламу не дали первую позицию. Пытается подобраться поближе. Джефф Нила периодически опускает. Вот такой хай-кик. Неожиданно, но не очень точно пробивает Нил на средней дистанции. В тайский клинч пытается Шавкат оппонента прихватить. И двойка навстречу от Нила. Очень опасен на средней и ближней дистанции Нил. Абсолютно он не боится и не опасается Шавката. А вот Рахмонов стал застревать на очень невыгодном для себя расстоянии. Да, причем Шавкат намерен принять бой именно на дистанции, удобной для соперника. И здесь появляются очень неплохие шансы у Джеффа Нила. Да, Шавкат уверен в том, что ему хватит скорости и реакции. И руки не всегда на должном уровне, но при этом этой самой скорости ему не всегда хватает. По корпусу дважды на руках мимо от Нила. Обменялись мидл-киками спортсмены. По корпусу на голову акцент перевести не удалось. Шавкат делает ставку на удар по корпусу частенько. Сейчас пропустил очередной удар справа. Интересно, и что вновь сейчас... справа попадает Нил. Да, что сейчас будет подсказывать Генри Хуфт. У него вообще на самом деле многие бойцы проигрывают. Здесь хорошо попал. По корпусу добавил Шавкат Рахмонов. Хороший эпизод от бойца из Казахстана. И появляется кровь на его плече. Это, судя по всему, кровь Нила. Да и вообще Нил выглядит, наверное, лучше, чем от него ожидали. Вот они, удары в голову акцентированные. Здесь очень близко. 15-16 в пользу Шавката. Но были еще удары по корпусу. В основном их выбросил Рахмонов и попал в большую часть. Начинается последняя минута первого раунда. Развернул Рахмонов. Готовит удар коленом. Нет. Что такое? Капа вылетела. Начали искать, спрашивает Гердин, а где капа твоя? И в итоге поиски закончились успешно. Поединок продолжается. Сразу же идет вперед Рахмонов. Вновь коленом атакует, но мимо. Хорошо. На уклоне. Но развить успех не сумел Шавкат. В итоге только борьба. Кстати, про капу. Джон Джонс весь лагерь провел без капы. Готовит к Сирилу Гану. Здесь комбинация от Рахмонова. Двойка на выходе. Да, Рахмонов взвинтил темп в концовке. И, в общем-то, предполагалось, что Шавкат сделает ставку на борьбу, но не тут-то было. В стойке как минимум паритета, как максимум Шавкат смотрится лучше. Хотя попал. И Нил очень тяжело попадал в первом раунде. Вообще классный раунд. То ли еще будет. Sit down. Sit down. Sit down. Give me 3 deep breaths. The cut's way over here. It's not a big deal. Look at me. Give me 3 deep breaths. Stop chunking. You understand? You're standing right in the pocket. You're landing on him, but he's got a big fucking head, right? And he's eating those shots. And now he's pressuring you, and he's getting the knees off the clinch of the body. When do you hit me on this side? That was a head kick. You backed up in the A zone. Not a big deal. It's fine. You got caught with it. Hands up. Listen to me. You need to get going in and out and move. Get on your... Итак, впереди второй раунд. Джефф Нил против Шавката Рахмонова. Первый получился очень интересным, занимательным. И все-таки, смею предположить, судьи отдали его Шавкату. Но, опять же, сложно судить на 100%. Здесь могут быть
сюрпризы. Что касается именно вот кондиции, кардио, да, то здесь можно предположить, что должно быть определенное преимущество у Рахмонова. И чем дальше будет продолжаться поединок, тем должно быть больше преимущества Рахмонова. Но очень опасен на руках Джофф Нил на средней дистанции. Этого никто не отменяет. При этом надо отметить, что Шавкат хорошо держит удар. Да, мы видели на повторах в перерыве несколько плотнейших попаданий от Нила точно в голову. Шавкат по-прежнему работает первым номером, сближается, и колено опять. Вот как раз пропущенными ударами коленями очень недоволен был тренер Джеффа Нила в перерыве, о чем своему подопечному и говорил. Ну что ж, задышал, кажется, немного Нил, и сейчас он должен замедлиться. Борьба в стойке, колено по корпусу. За всю свою карьеру только 1/3 раунд был у Шавката Рахмонова. В нем он победил Фаридуна Адилова. Но было это давным-давно, в мае 2018 года. В UFC же все бои либо в первом раунде, либо во втором заканчивались. Продолжает блокировать Рахмонов Нила у сетки. Постепенно снижает захват. И вот сейчас прихватил под одну ногу, пытается бросить с огромным трудом, но устоял все-таки Джофф Нил, когда казалось, что все уже дело сделано, и сейчас спортсмены переместятся в партер. На выходе не стал выбрасывать колено, затем хороший тип солнечное сплетение, плюс добавляет левый прямой. Перебивает. В этом раунде перебивает Шавкат. Но пока что 2 минуты лишь позади, впереди еще большая часть раунда. Опускает руки, да, подустал Нил. По корпусу очень вовремя попал Шавкат в этом раунде. Но необходимо сохранять бдительность. Опять же джеб, хорошо. Еще один туда же. Набрасывает Шавкат с дальней дистанции. Фронт-кик, подбирается поближе. И какая двойка навстречу от Нила. Левым боковым попадает американец. Очень много съел ударов в этом поединке уже Шавкат Рахмонов. Больше, чем ожидалось однозначно. Колено нет, не получилось. Да, и Шавкат продолжает идти вперед. Это уже становится принципиальным моментом. Локти именно пошли. перебить Джеффа Нила. Пытался бить локоть в стиле раннего Джона Джонса. Такой локоть как бы хук. Частично получилось. Вновь вяжет Шавкат оппонента у сетки. Там усугубилось рассечение в районе левого глаза у Нила. 2 минуты. Прям видно, что Шавкат вышел и побеждать, и устраивать шоу. Но Нил хорош. Держит он пока удары. При этом он превращается все-таки, ну, не в стоячую мишень, а в медленно двигающуюся. Но с самого начала поединка не сказать, что Джефф Нил особо так мощно перемещался. Не очень мобильный боец. Попал здесь опять Джофф Нил, чисто в челюсть. Принимает эти удары Шавкат и показывает, что с ним все в порядке. Но тут двоякая ситуация, да, когда боец начинает улыбаться, это говорит иногда об обратном. Шавкат, пожалуй, попадает чаще, но очень уж жесткие удары навстречу от Джоффа Нила. 9 побед нокаутом есть у него в копилке. И последний раз он выиграл прямым нокаутом у Люки. 20-14. Это за второй раунд по ударам в голову. Но опять же, здесь тоже вопрос качества ударов, да, и как их оценили судьи. 50 секунд. Колено по защите. Сколько раз готовил этот клинч Шавкат Рахмонов и сколько раз он выбросил удачно колено? Вновь, по-моему, ни разу. Да, с ударами идет вперед. Шавкат отвечает Джефф Нил. Последние 30 секунд второго раунда мы сейчас с вами увидим. Держится сейчас на дистанции лоу-кик. Хорошая подставка. Пытается быть легким Шавкат. Так распрыгивается. Берет небольшую паузу. Да, кричат Джеффу Нилу, что надо забирать концовку. Он пытается подобраться поближе. Но активно навстречу работает Рахмонов. Такое ощущение, что Шавкат мысленно поспорил с Хамзатом, что его бой с Нилом будет круче, чем бой Хамзата с Бёрнсом. Пока перерыв.
If the hook is jamming you up, he's catching you in the clinch, start using your lead. You can hit him and move the whole time. Try to catch his chin with speed. You understand me? Yes, sir. Listen to me. Yes, this sir. is fucking it, Jeff. You understand? This is it. You can do this. You're landing on him all day. He's getting arrogant. He doesn't think it's going to hurt him. You just got to be fast. Find the chin. You understand? Not on the fence. You hear me? Let's go. Статистика по бою на ваших экранах. Воодушевляющая речь сейчас была произнесена тренером Джеффа Нила. Он говорил, что пытайся избегать клинчей. И вот сейчас тот самый момент истины. Сейчас он наступает. Ты можешь и ты должен вырвать победу в этом поединке. Ну, посмотрим. Как всегда, начинает с джеба в своей атаке. Шавкат готовит правый прямой. И, кстати говоря, клинчи неплохо избегал Нил на протяжении всего этого поединка. Здесь инициатива у Шавката. Сдвоенный хайкик. И, судя по всему, почувствовал эти попадания Джефф Нил. Боковой мимо. А вот здесь попал. Да, сдваивают, И устраивают вот атаки. вот. Да, зацепил уже на излете сейчас ударом с вращением Шавкат Рахмонов Нила. И это первый удар с вращением от Шавката в этом поединке. Вау, Справа и слева. Шавкат Рахмонов двойкой пробил точно в голову опять Джефф Нил. И теперь уже повис буквально на сопернике Шавкат. Это вынужденная мера. Пытается заблокировать оппонента у сетки, но вырывается Нил. Кстати, нам ни разу не показали угол Шавката в перерывах. И здесь он пропускает. Действительно, плывет слегка Рахмонов. Вот это да, такого вообще никогда не случалось в его карьере. Джеб. Еще один удар. Держит дистанцию. Приходит в себя. Не борется по-прежнему Рахмонов. Очень важно А вот сейчас, сейчас. Да, отдышаться Шавкату. Потому что в силу пропущенных ударов реакция ухудшается и начинает пропускать еще больше. Какой же бой дает Джефф Нил. Да, требует тренер от Нила выйти из этой позиции. Она невыгодна для американского спортсмена. Захват под одну ногу, вторая поехала. И был близок Шавкат к тому, чтобы перевести все-таки оппонента на настил. Ни разу еще в этом бою не получалось. Действительно нужен тейкдаун. И можно немного здесь посушить. Даже нужно. И, кстати, нельзя сказать, что Шавкат не пытался бороться в этом поединке, но защита от тейкдаунов Джеффа Нила просто выше всяких похвал. Но сейчас он подустал. Да все подустали, и Рахмонов тоже. И опять нам показывают угол Нила. Борьба в стойке продолжается. И к активности призывает Херб Дин. Практически ничего не происходит. Сейчас разведет бойцов. Колено добавляет Шавкат. Нужно и еще раз, наверное, постараться пробить по корпусу. Да, уже третий или четвертый раз Дин подсказывает, что неплохо было бы работать поактивнее. И выходят спортсмены в центр клетки. На протяжении всего поединка Шавкат очень хотел донести правое колено до головы соперника. Сейчас вроде как получилось, но там уже акцента сильного не было. 2 минуты, чуть больше. А теперь потрясен уже Нил. Это чуть ли не стоячий нокаут. Болтает американца. Он попадает навстречу левым боковым колено от Рахмонова. Это шанс закончить бой досрочно. И он пропускает здесь, я имею в виду Шавката. Там головами столкнулись, кажется. Локти подключает. И справа, и слева можно работать. Вбивает просто удары, как гвозди в Джеффа Нила. Вот это отрезок. Сумасшедшие 20 секунд. Все лицо в крови у Нила. И у нас борьба. Опять зацеп. Ну будет тейкдаун. Нет, не получилось. За соперником оказывается Шавкат. Но, судя по всему, сил уже совсем немного. Бросить он не может. Это бой вечера. Пока это бой вечера. Впереди Джон Джонс, понятно. А впереди еще Валентина Шевченко с Алексой Грассо. Возможно, и там будет весело. Минуту 20. Очень сильно устали спортсмены. Ну что ж, Шавкат вернул должок в третьем раунде с лихвой. Расплатился за пропущенные удары. И теперь уже Нил, мы видим, что с огромным трудом просто выпрямляется, пропуская очередной удар коленом по ребрам. Эта минута может превратиться в целую вечность для Джеффа Нила. 20-17 по ударам в голову в этом раунде. В пользу Шавката Рахмонова. Начало за Нилом. Эндшпиль получается за Шавкатом. Он заходит на удушающий. Развязка близка, как Прохаска против Тейшейры. Все! Сдается! Это
победа удушающим Шавката Рахмонова. Просто невероятный финал. Все досрочно. 9-я победа с сабмишеном. Айда Шавкат. А как вообще это произошло, вы видели? Невероятный бой. Зафиксируем этот поединок. Это явный кандидат на бой года. Да, и это вполне сопоставимо с боем Хамзата и Бернса. Вполне. Да, и в очередной раз Шавкат нам демонстрирует какую-то просто нечеловеческую мощь своих удушающих захватов. Вот так, в самой концовке 3-го раунда, пропустив огромное количество тяжеленных ударов. Посмотрите, вот этот эпизод, который мог бы стать ключевым в бою. И в итоге так задушить в стойке. Просто невероятно. Джофф Нил не проигрывал с сабмишеном в UFC. Он вообще за всю карьеру только один раз уступил. Было это еще на заре его выступлений. Мартин Сано отличился. Да, и там был удушающий сзади. Вот смотрим еще раз. А здесь сбоку как-то. Да, сбоку просто прихватил. Смотрите, за чуть-чуть контроля ногой потянул на себя, и все. Что скажет сейчас Шавкат? Кого вызовет? У Хамзата свои планы, у Шавката свои. И сейчас действительно отличные шансы двинуться вперед. Кстати говоря, Бернс. Белял Мухаммад находится в зале, да и вообще здесь много очень звезд. Ирджи Прохаска тоже в зале, как и Ислам Махачев, как и Али Абдель-Азиз и многие-многие другие.